Исследования показали, что медитация и галлюциногенные грибы активируют одни и те же части мозга. Кроме того, медитация снижает депрессию, беспокойство, стресс, повышает уверенность, вашу иммунную систему и повышает уровень эмпатии. Сейчас, вместо того, чтобы говорить вам об успешных людях, практикующих медитацию, я покажу вам 4 интервью очень успешных людей, практиковавших трансцендентальную медитацию. Я медитирую каждый день. Это помогает. Чувство, будто появляется якорь. Если я не медитировал, я словно гонюсь за своим днем. Я практикую медитацию уже 5 лет, и это одно из самых значимых навыков, что я освоила за свою жизнь. Все, кого я знаю, медитируют. Я сам большой сторонник медитации, и как человек, ведущий радио, думаю, медитация подарила мне огромный творческий потенциал и на утро, и на весь день. Вот каждый раз после радиошоу моя голова начинает болеть так сильно из-за громкого шума в наушниках и беспрерывного 5-часового вещания по радио. Это очень утомительно. Затем я иду медитировать, и у меня появляется целый день. Вы дали четкое определение слова «медитация». Да, как я говорил, будто у тебя есть мобильный телефон, а затем тебе кто-то дает зарядное устройство, и ты такой: «О, зарядка! Да, я могу зарядить телефон до 100%, когда захочу. Да, полностью заряженным. Да, 100%. После всего просмотренного, думаю, все согласятся, что медитация полезна. Но чем именно она полезна для нас? Из-за того, что медитация полезна во многом, я не могу рассказать о всех плюсах, но я расскажу о своих 5 главных причинах, по которым я медитирую. Первое. Медитация помогает лучше учиться, запоминать и улучшает самосознание. Долгосрочная практика медитации увеличивает плотность серого вещества в областях мозга, связанных с самосознанием, состраданием и самоанализом. Серое вещество состоит из клеточных тел нервных клеток. Чем больше серого вещества у вас в определенной области вашего мозга, тем умнее вы становитесь в определенной области. И по моему мнению, самосознание – очень важная черта в человеке, когда речь заходит о бизнесе, отношениях, учебе или даже о жизни. Второе. Осознанная медитация уменьшает чувство одиночества. Исследование университета Карнеги Меллона показывает, что практика осознанной медитации полезна тем, что уменьшает чувство одиночества, тем самым уменьшает риск заболевания или еще хуже смерти. Как я говорил, я верю, что у людей не получается построить здоровые отношения, потому что они часто ищут другого человека, который поможет им. Но когда вы практикуете медитацию, вы уменьшаете это чувство одиночества и чувство неполноценности, что, вероятно, поможет вам найти вашу вторую половинку, что сделает вас по-настоящему счастливым. Третье. Медитация улучшает время концентрации. Я думаю, что в нынешнее время со всеми отвлекающими нас вещами это очень важный плюс. Проще говоря, если вы практикуете медитацию концентрации внимания, значит вы улучшаете длительность вашего фокуса на деле. Это похоже на тренировку в спортзале, будто вы качаете ваше тело. Если вы будете регулярно заниматься медитацией, вы сможете фокусироваться на деле намного дольше, никак не отвлекаясь. Даже не нужно долго и много медитировать. Исследования показали, что даже 4 дней медитации может быть достаточно, чтобы повысить время концентрации на деле. Четвертое. Медитация помогает побороть зависимость. Когда я сказал слово «зависимость», это не только проблемная зависимость, такие как наркотические препараты или алкоголь, но и такие небольшие зависимости, как постоянно проверять свой Инстаграм, постоянно обновлять ленту сообщений в Фейсбуке или имейле. Короче говоря, быть зависимым от телефона. Ментальная дисциплина, которую вы можете развить через медитацию, может помочь побороть зависимость, улучшая самоконтроль и осознание привычки. В одном исследовании 19 человек, лечащихся от алкоголизма, научили медитировать. Позднее выяснилось, что участники стали лучше контролировать свою тягу к алкоголю, и это уменьшило весь их стресс, связанный с зависимостью. И опять же, это связано с созданием плотности серого вещества в части самосознания мозга. Пятое. Медитация уменьшает стресс и тревожность. Исследование Висконсинского университета в Мэдисоне указывает, что практика медитации открытого мониторинга,
что также является базовой техникой медитации, снижает серое вещество в областях мозга, связанных с тревожностью и стрессом. Медитирующие люди умеют переходить с одного момента на другой. Это значит, что если у медитирующего человека в жизни появилась проблема, для них намного легче закончить одно и начать новое. Для них это легко как можно скорее решить проблему, в то время как те, кто не практикует медитацию, очень часто застревают на одной проблеме, что может разрушить их целый день, может даже неделю. Я уверенно могу сказать, что медитация изменила мою жизнь. И нет, я не пытаюсь вам продать что-либо, заставить скачать какое-то приложение. Я просто рассказываю вам, как положительно повлияла медитация на мою жизнь. Поэтому я хочу, чтобы вы хотя бы попробовали это. В скором времени я выпущу видео о том, как именно я медитирую. Если после просмотра вы заинтересованы в медитации, я был бы благодарен, если вы поделитесь этим видео с друзьями или хотя бы поставите лайк. И как обычно, большое спасибо за просмотр. Увидимся в следующий раз.